Приветствую всех зрителей моего видеоканала. Сегодня 25 июня 2025 года. И мы с вами говорим о самых актуальных событиях на сегодняшний день. Вы знаете, что в Гааге была сессия стран НАТО. Ну и вот директор НАТО Марк Рюте сделал заявление. Давайте послушаем его заявление. Лидеры на саммит НАТО. Главные темы встречи – рост оборонных расходов, война России против Украины и конфликт между Израилем и Ираном. Ожидается, что участники саммита поддержат требования президента США Дональда Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Не только на армию, но и на связанные с безопасностью сферы. Саммит проходит на фоне нового соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. По словам Трампа, перемирие уже вступило в силу, спустя всего несколько часов после ракетных ударов со стороны Ирана, в результате которых, по данным израильских медиков, погибли как минимум 4 человек. Мы имеем дело с долгосрочным... Ну и дальше я хочу показать вам выступление Марка Рюте и хочу напомнить очень важную информацию. Вы знаете, что с 12 по 15 июня заседало в Стокгольме теневое мировое правительство, так называемый Бильдербергский клуб. И Марк Рюте был участником этого заседания. Там они о чем говорили, мы не знаем, но вот он выносит, так сказать, в свет решение Бильдербергского клуба, чтобы вы поняли, откуда все это идет. Это не его решение, не Дональда Трампа, это решение Бильдербергского клуба. А дальше я объясню, для чего они это делают. Со стороны России, но также с масштабным военным наращиванием Китая и с тем, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают усилия России в Украине. Поэтому крайне важно увеличить оборонные расходы. Это будет темой номер 1 на сегодняшней повестке дня. Также речь пойдет об оборонной промышленности. Наша промышленная база не справляется с необходимым объемом. Компании должны нарастить производство, ввести дополнительные смены, чтобы мы могли выпускать все необходимое. Боеприпасы и другое вооружение. И, конечно, Украина. Сегодня на саммите эта тема... Вы видите, он говорит, будут строить новые заводы, вводить новые мощности, промышленность будет работать для создания нового оружия в большом количестве. Смотрим дальше. Будет ключевой. Мы обсудим, как обеспечить долгосрочную поддержку Украины, чтобы она могла продолжать борьбу и достичь устойчивого мира. Перевожу. В общем, экономика Европы будет работать для того, чтобы Украина истощала, уничтожала Россию, насколько это возможно. То есть война в Украине прекращаться не будет. Смотрим дальше. Это преобразующий саммит. Я с нетерпением жду его начала. Надеюсь, увидимся позже. Сейчас я готов ответить на несколько вопросов. Существует много вопросов относительно Испании и других стран, у которых нет денег, чтобы достичь 2% ВВП, не говоря уже о 3,5% или 5%. Не опасаетесь ли вы, что Испания сорвет переговоры и, несмотря на ваши усилия, вызовет гнев США? Видите, Испания впереди. Ну, я вам говорил, испанский премьер-министр сказал, эта политика несовместима с политикой государства всеобщего благосостояния. Ну, молодец. Но это не такой политик, понимаете, это такие испанцы. Дело в том, что политики всегда играют, так сказать, роль для публики. И, конечно, если бы испанский премьер-министр сказал бы, хорошо, мы ликвидируем бесплатную медицину,
ликвидируем там социальные выплаты какие-то, Испания бы восстала, и здесь бы были бунты с поджогами и так далее, в общем, в стиле испанских революций. Поэтому они знают и заранее говорят, мы не можем физически, потому что испанцы это не дадут сделать. Ну, Испания является примером того, что должны сделать другие народы, потому что эту авантюру надо раскрыть для всех народов Европы и мира, чтобы эти народы поняли, что на самом деле будет происходить. Но это дальше я скажу. Нет, не боюсь. Конечно, это сложное решение. У политиков всегда дефицит ресурсов. В начале этого года 7-8 стран не достигали 2%, но теперь они достигнут этого уровня. Некоторые обещали достичь его к 2030 годам, теперь же они обязались сделать это уже в этом году. С 2016 года мы уже добавили в совокупности триллион. Сегодня мы добавим еще триллионы. Смотрите, какие цифры. Триллионы. Они заставляют страны выделять деньги. Ну, а теперь самое главное, чтобы вы поняли, здесь есть информация, выступает фон дер Ляйен, Урсула фон дер Ляйен, и говорит, что у них есть информация, что к 30-му году, 29-му, 30-му, через 5 лет, грубо говоря, Россия нападет на Европу. Это все вранье. Перевожу вам на нормальный язык. Это они планируют устроить конфликт России и Европы где-то к 30-му году. Они решили, что до 30-го хватит украинцев для того, чтобы истощать Россию и уничтожать как украинское население, так и российское. Ну, а потом пойдут в ход белорусы, поляки, прибалты. И, грубо говоря, вот такая вот линия фронта неизменная, как в данный момент. Я же вам уже не раз говорил, что за 23-й, 24-й, 25-й год не меняется линия фронта. Вот идет мясорубка там, где вы видите, с небольшими продвижениями, которые абсолютно не имеют никакого значения. Там крохи Путин захватывает. В общем, уже 3 года борется и никак не может захватить Донецкую область. Вот что на самом деле происходит. Ну и уничтожают, вы видите, и русских, и украинцев. Вот такое точно сделают, такую-то линию, там, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Белоруссия, Чехия, Словакия. И на этой линии будет идти уничтожение остатков русских и европейцев. Такую же бойню. И запомните, это оружие, это самое важное, самое главное, что я вам хочу сказать. Они готовят это оружие, хотят подготовить много оружия для вашего уничтожения. Понимаете? Они будут сидеть, вот как в предыдущем видео, я вам показал, жрать икру ведрами, танцевать, веселиться. Посмотрите предыдущее видео. Хорошо, что оно попало в соцсети. Они будут так веселиться и в России, и в Европе. А люди оболваненные будут друг друга уничтожать. Они устроили пробы Индия и Пакистан, Израиль, Иран. Это все были пробы. Вы видите, в ход пойдут все. И персы, и евреи, индусы, пакистанцы. Если Индия уничтожит Пакистан, истощит, то потом стравят Индию и Китай, Россию и Европу. Это план уничтожения излишнего количества населения. Я об этом уже не раз говорил, это главная задача глобалистов, ликвидация, так сказать, лишних людей на планете. Поэтому что мы можем делать? Их планы серьезные, скорее всего, это произойдет, потому что народ не поумнеет, народ будет кричать, помните, как в России, бей пиндосов, сейчас кричат бей хохлов, потом будет бей пиндосов, не, ну пиндосы это американцы, ну бей еврогеев, что-то русские придумают.
Ну а европейцы будут говорить «Русиш Швайн», и как это уже было вот 80 лет назад. И пойдет вот такое вот молотилово. Вот что вот эти вот планируют. И информация идет, я вам говорю, из Бильдербергского клуба. Поэтому наша задача не вестись на это. Запомните, если в течение 5 лет они готовятся к вот этой бойне, значит, не влезайте в долги, не влезайте в какой-то бизнес, не влезайте в какие-то дорогостоящие покупки, типа квартир и так далее. Вы можете, вот как в Киеве, как в Украине, лишиться этого всего. Как в Израиле, там разбомбили, посмотрите сколько. И компенсации евреи не получат, израильтяне. Государство скажет, у нас нет денег, потому что мы должны воевать там с Хамасом, или это власть Израиля, запомните, и израильтяне, это две разницы, как русские и власть в России, украинцы, власть в Украине, европейцы и власть в Европе. Это два противоположных лагеря. Поэтому мы не должны вестись на вот эту агитацию идти воевать. Если вам хотите в что-то вкладывать деньги, то думайте, как их вкладывать в движимое имущество. Автомобили подходят под это. И все, что можно перевести, грубо говоря, в автомобили. Вы должны становиться мобильными, чтобы в случае такого конфликта, как в Украине, свалить в эту безопасную зону, рассказать друзьям, родственникам, чтобы не шли на поводу этих ублюдков и не воевали друг с другом. Вот это главная задача на сегодня. Ну и как видите, мы будем вот эту вот песенку о перевооружении Европы слушать очень долго. Ну а конфликты в Африке будут затевать, старое оружие будет списываться в Африку, посмотрите, там Чад, Сомали и так далее начнут поливать кровью. Ну, куда-то же надо девать старое это говно. Новое будет идти на склад. Возникнут конфликты в Латинской Америке, там, в общем, есть где начинать конфликты, поэтому, вот, к сожалению, мы пришли к такому миру, и из-за того, что люди не желают искать правдивую информацию в интернете, а верят телевизору, вот что происходит на самом деле. Становятся жертвами вот этих манипуляций во всем абсолютно мире. Ну давайте хотя бы здравомыслящих людей спасать вот от этого безумия. Всем удачи, с вами был Вячеслав Осиевский.